Совсем скоро эти полупустые полки в кабинете Хеда Азиевой заполнятся папками с нужными документами и ее любимыми книгами. Девушка работает организатором по воспитательной части в гуманитарном колледже чуть меньше месяца. Параллельно заканчивает СУС, успешно совмещает учебу и трудовую деятельность. Найти свое первое рабочее место она смогла благодаря ярмарке вакансий, которая прошла в апреле. Я смогла трудоустроиться здесь благодаря всероссийской ярмарке вакансий. Именно в этой вакансии мы приняли участие, я нашла себе подходящую работу. Я написала заявление, мне позвонили, и с начала мая я уже трудоустроилась здесь. Мне не пришлось много ждать, мне предложили работу, конечно, я рада. Меня устраивает график, мне очень нравится работать с коллегами моими. Помочь жителям Ингушетии найти хорошую работу и повысить показатели уровня занятости в регионе. Такова основная цель Всероссийской ярмарки вакансий, прошедшей 14 апреля. Масштабное ежегодное мероприятие, объединяющее соискателей и работодателей из приоритетных сфер экономики республики, помогло устроиться порядка 20 специалистам на работу в 3 учебных заведения города Сунжи в этом году. 3 подведомственные нашей организации – это Северокавказский гуманитарный колледж инноваций имени Гирихана Юпчагагиева, Гуманитарный университет имени Магомеда Абдурахмановича Шаухалова и Ингушский национальный научно-исследовательский институт истории и культуры представили 21 вакансию. Вакансии были связаны с педагогической деятельностью, технической деятельностью, и полностью по окончанию ярмарки мы всех специалистов, которых мы искали, кроме технического персонала, нашли. Все ребята, которые получили работу, в основном это молодые люди, это выпускники прошлых лет и текущего года. Сегодня они нашли ту профессию, которую они искали, и зарплата, я вам скажу, что она 100% не меньше МРОТа, который установлен в нашем регионе, а в большинстве случаев и больше. Вопрос безработицы один из актуальных в республике. И ярмарка вакансий не единственный инструмент, задействованный по ее снижению в регионе. Решить проблему помогают и различные программы, разработанные для трудоустройства безработных граждан. Специалист Центра занятости по Сунже Асет Салоева отмечает, многие из них направлены на получение дополнительного образования безработным гражданам. Так, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» любой желающий может получить новую специальность в рамках программы переподготовки. Есть разные категории этих направлений, это 50 и старше категория, также молодежь до 35 лет, не имеющая образования или находящаяся на последних курсах учебных заведений. Женщины, находящиеся в декретном отпуске до 3 лет, готовы приступить в скором времени к своим обязанностям по месту работы. Также женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста. Содействие мы оказываем не только дистанционно, есть люди, которые обращаются непосредственно сами, из числа безработных могут обратиться люди. Пройти бесплатную переподготовку изъявили желание студенты и сотрудники гуманитарного колледжа. Получить сразу 2 специальности, одну в колледже педагогам начальных классов, второе через переобучение решила и Исмина Альдиева. Я решила отучиться на специальность дошкольное образование, воспитатель. У меня срок обучения 6 месяцев. После окончания обучения я получаю диплом о профессиональной переподготовке. Буду работать также с детьми в школе и также с детьми в садике. По 2 специальностям, по 2 направлениям человек может работать. Это очень хорошее дело. Кроме этого, это большое подспорье для наших декретчиков, которые сидят сегодня в декрете, молодых девушек. И когда они выходят на работу, естественно, необходимо повышение квалификации, но и многие применяют профессиональную переподготовку. То есть работали по одному направлению, но уже видят, какие изменения происходят по другим направлениям, нравится что-то новое, и они могут освоить эту специальность. Для участия в программе переподготовки нужно зарегистрироваться и подать заявку на онлайн-площадке «Работа России» или просто обратиться в Центр занятости населения. Там же можно узнать о вакансиях, которые наиболее актуальны в регионе. Дана Плиева, Сулейман Костоев, Новости 24.